В Сунже в эти минуты в Национальной библиотеке имени Джамалдина Гиндиева проходит презентация книги краеведа писателя Мусы Аушева «Загадки для детей». Мероприятие организовано в рамках цикла презентаций к столетию ингушской государственности. В сборник вошли пословицы и поговорки по разным направлениям. На месте работает наш корреспондент Амина Зязикова. Амина, здравствуй, тебе слово. Добрый день, Хава! Сейчас мы находимся в Сунже в Национальной библиотеке имени Джамалдина Гиндиева. Именно здесь проходит презентация книги «Загадки для детей», которую написал Муса Аушев. Это писатель и краевед, который на протяжении долгих лет собирал загадки, бытующие в народе, и создавал новые. В своем предисловии своей книги он пишет, как важно уважать свой народ и знать свой родной язык. Редактор и переводчик книги Хаваш Накастоев расскажет о своей работе. Ну, прежде чем сказать о книге, я бы хотел несколько слов сказать об авторе этой книги Мусе Аушеве. Мусу Аушева я знал очень давно, я знал его как пламенного патриота, активного общественного деятеля, который очень много сделал для становления нашей республики. Очень много он занимался культурой ингушского народа, изучением культуры. Он был очень такой краевед. Он очень много топонимов собрал и так далее, он очень много работал. Я знал его, еще одну его сторону, я знал его как писателя, который автор книги. Конечно, много раз, очень давно, мы были даже, я хотел бы сказать, что мы были друзья. Вот сейчас он намного старше меня был, не намного, но так. Знали, конечно, мы очень много. И когда в 2008 году мне предложили перевести эту книгу, я до того не знал, что он пишет загадки или вообще, что он пишет что-нибудь для детей. И вот когда я познакомился с этими текстами, я обнаружил, что этот человек очень прекрасно понимал детскую душу, вот очень хорошо понимал детскую душу, и что я бы сказал даже, что он до конца своих дней сохранил вот детскость в своей душе, вот это детское понимание, детский взгляд на мир. И я повторюсь, когда мне предложили перевести эту книгу, я, конечно, взялся с одной стороны с радостью, я был обрадован, я был счастлив, что мне оказали такую честь, а с другой стороны, конечно, я боялся, загадки, они у него в стихах написаны, загадки. А стихи переводить так еще, чтобы сохранить основные черты, это очень трудно. Поэтому, конечно, мне пришлось немножко вольно переводить. Но я старался сохранить главные характеристики предметов, которые должны быть отгаданы. Как мы это делали, что мы сделали, это все будет в предисловии книги. Но там же в предисловии написано, что он считает, что эти сказки помогут чем-то даже взрослым, все эти загадки. Дело в том, что, конечно, загадки там и не только загадки, в этой книге есть еще и изречения, и есть еще очень древний жанр, который известен был еще древним грекам и римлянам, это высказывания. Вот эти высказывания и это уж точно для взрослых. И загадки тоже, они тоже интересны для взрослых, потому что он же очень много загадок там собрал. И он написал же свои тоже, да? И он не столько собрал, действительно, он их сам создавал, эти загадки. Муса Аушев, насколько я знаю, еще был, я во всяком случае, мне приходилось, я не знаю, по-моему, не опубликован, он еще и нас написал. Он был разносторонний, одаренный человек и очень неспокойный человек, вот так активный. А как вообще получилось, что он загадки начал собирать? Именно загадки, почему? Я, честно говоря, это не знаю. Я не знал, что он собирает загадки, мы об этом с ним не говорили. А ко мне они попали после, когда я уже не успел поговорить с Мусой. Спасибо, Хаваш. Муса Аушев ушел из жизни, но его творчество продолжает жить. На этом у меня все. Спасибо, Хава.